Урок номер 1. Наша великая Родина Казахстан. Вы научитесь слушать и понимать текст, определять значение незнакомых слов, правильно произносить слова, писать словосочетания на определенную тему, участвовать в речевой ситуации. Упражнение 1. Послушайте стихотворение Кайрата Жанабаева. Что поэт сказал о родине? Назовите слова-признаки, которые использует поэт для описания родины. Ребята, вы помните, да, слова-признаки отвечают на вопрос какой, какая, какие. Телефонда QR-кодқа жақындатып, мына тақпақты тыңдап шық дейді. Мен сіздерге қазір оны қосып беремін. Мұқият тыңдаймыз. Отан туралы ақын не айтқан дейді. Прекрасная, свободная, безбрежная, как океан. Тебя называю я родиной, любимый мой Казахстан. Я буду стараться, учиться, чтоб добрым трудом и умом мог тебе пригодиться и быть полезным во всем. Следующее задание. Прочитайте стихотворение выразительно, послушайте чтение одноклассника, выучите стихотворение наизусть. Тақпақты жақсылап оқып шық дейді, басқа оқушының оқығанын тыңда дейді, және жаттап ал дейді. Мына жердегі сөздерге көңіл аударамыз. Произносим правильно. Пишется стараться, произносим стараться. Пишется учиться, говорим учиться. Пригодится, пригодится. Океан, қазақша мұхит, полезный, пайдалы. Теперь отвечаем на вопрос, что сказал поэт. Поэт сказал, что Родина прекрасная, свободная, безбрежная, как океан. И написано, назовите слова-признаки, да? Слова-признаки: прекрасная, свободная, безбрежная. Упражнение 2. Прочитайте пословицы. Назовите 2 слова, которые являются общими. Будут ли эти слова главными? Кто знаниями обладает, тот своей родине помогает. Родина освещается солнцем, а человек знаниями. Кім білімді, сол отанына көмектеседі. Отан күннің көзімен жарқыраса, адам біліммен жарқырайды. 2 слова, которые являются общими, это родина и знания. Да, конечно, эти слова будут главными. Упражнение 3. Найдите в каждой строке лишнее слово. Объясните, почему оно лишнее. А жолағында 4 сөз берілген, Б жолағында 4 сөз берілген. Қайсысы артық дейді, неге артық дейді. Оқып шығайық. Прекрасная, свободная, любимая, океан. Конечно, вы догадались, что в строке А лишнее слово «океан», потому что это слово «предмет», а остальные слова – это слова-признаки. Точно так же в строке Б лишнее слово «полезный», потому что это слово-признак, а остальные слова – это слова-действия. Упражнение 4. Напишите в тетради правильно и красиво. Мына сөйлемді дәптеріңе әдемілеп көшіріп жаз дейді. Казахстан – это моя любимая родина. Казахстан менің сүйкімді отаным. Упражнение 5. Прочитайте рассказ. Что человек называет малой родиной, а что большой? Әңгімені оқып шық. Родина. Место, где ты родился, называется родиной. Это малая родина. Там живет твоя семья, твои друзья. Там родная природа. Для одних это высокие горы, для других широкие степи, для третьих горные реки, голубые озера, огромное море. И все это большая и прекрасная страна Казахстан, которая называется Родиной. Найдите в тексте словосочетание слово-признак плюс слово-предмет. Напишите в тетради. Слово-признак какой деген сұраққа жауап береді?
Слово предмет кто что деген сұраққа жауап береді. Соларды тауып дәптерге көшіріп жазамыз. Словосочетание. Слово признак плюс слово предмет. Малая родина, родная природа, высокие горы, широкие степи, горные реки, голубые озера, огромное море, большая и прекрасная страна. Упражнение 6. Определите по постеру, что есть в Казахстане. Продолжите предложение, напишите его в тетради, какие картинки можно добавить в этот постер. Мына постерге мұқият қара, Қазақстанда қандай жерлер бар, сөйлемді аяқта, дәптеріңе жаз, тағы қандай суреттер қосуға болады. В Казахстане есть горы, степи, реки, озера, да? Бірінші сурет горы, екінші степи, үшінші реки, төртінші озера. В постер можно добавить пустыни, леса и море. Закончи предложение. Мой Казахстан – это высокие горы, широкие степи, горные реки, голубые озера, огромное море. Упражнение 7. Разыграйте диалог, дополните его, что ребята считают малой родиной. Ребята, что значит малая родина? Малая родина – это место, где ты родился. Кіші отан ол сенің туған жерің. Для меня малая родина – это наш ауыл и школа. Мен үшін кіші отан ол менің туған ауылым және мектебім. Для меня малая родина – это горы и речка. Мен үшін кіші отан ол таулар және өзендер. По моему мнению, малая родина – это... Менің ойымша, кіші отан ол... А все вместе это наша родина, наш Казахстан. Мына жерде, по моему мнению, малая родина это дегенде өз ойыңды қосып жалғастырасың. Түсінікті ғой, иә? Теперь подведем итоги урока. Я узнала много интересного о Казахстане. Вспомнил слова-признаки. Я научился писать словосочетания, участвовать в диалоге.